удобнее вот так, наверное. Так. Ну, вот это перенесем. Так, нет. Вот сюда. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Black Canadian Wolf. Как ваши дела, как настроение? Что у вас нового? У нас утром в обед тепленько, к вечеру холодает. Ну что, у нас сейчас соберется чуть побольше. Начнем общаться по теме. Так, добрый вечер из Воронежа. Добрый вечер. Кто откуда, кстати, дорогие друзья, пишите. Очень интересно. Добрый вечер из Германии. Добрый вечер всем с Белоруссии. Добрый вечер. Вот природа классная. Добрый вечер, Челябинск. Добрый вечер, Андрей. У нас в Дагестане поднялся сильный ветер с дождем. У тебя погода хорошая. Да, погода нормальная. Ну, прохладно к вечеру уже. Братишься, келы активные. Добрый вечер, вернее ночи, Новосибирск. Доброй ночи. У нас 8:45. Нравятся мне такие эфиры расслабляющие. Такой привет из Ухты. Карина, привет. Еленка Леонтьева, привет. Всем добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Я что, завис? Походу завис. А, нет, отвис. Москва, привет, Тверь. Харьков, привет. Ульяновск, привет. Елена Мотора, здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем добрый вечер. Запорожье приветствует. Добрый вечер из Латвии. Добрый вечер, Латвия. Всем привет. Так, наверное, я курточку одену, потому что что-то чувствую холодновато. Вот так вот. Так, отлично. Крым, привет. Ничего себе. Татарстан, набережные Челны, Калининград. У нас тут, в общем, целый букет. Это я глухая или звук тихий? Да вроде не тихо. Сейчас здесь я послушаю. Целый букет. Не, все четко вообще слышно. У нас, кстати, котята родились. Новость такая от Тигры нашей и Симбы. 4 котят. 1 девочка, 3 мальчика. Ну, если я не ошибаюсь. 1 черная девочка и 3 таких полосатика тоже мальчика. Вот. Черную девочку думал, когда родилась, себе оставлю, а потом у нас это Анюта говорит: слушай, Инна хотела забрать именно черную девочку, если девочка. И это я такой, конечно, без вопросов вообще. Мне куда их тут солить? Просто интересно, тоже черная кошка. Будем это наблюдать. В общем, Инна будет
приедет, заберет котенка. И этих 3 еще, кому интересно, в общем, кому нужны мышеловки, пишите в WhatsApp по номеру. Все есть в описании. В общем, отправим в любую точку планеты котят. Алитка у нас родила. Алитка родила 7 щенков. 5 девочек, 2 мальчика. Буду делать видео, когда уже подрастут, такое полное, прям полное. И буду каждого щенка показывать и, в общем, в путь. Но там только охотникам и только кто серьезно занимается охотой плотно. Рамиля, здравствуйте, всем привет, всем здрасте. Латвия, приветствую. Вчера с братом по Питеру прогулялись так, немножко в Телеграме там показывал. Что-то докопался до меня комар этот. Волчата тоже у нас уже подросли, им вчера был ровно месяц. Ничего такого не заснял, не выставил на YouTube. Как-то это... Не успеваю, в общем, снимать даже такое все. Уже памяти на телефоне нету. Надо что-то делать. Видео все вот эти выставлять на YouTube, на Бусти. И, в общем, удалять их. Потому что памяти просто 1 терабайт заполнился за пару месяцев. Постоянно приходится удалять что-то. Казахстан, привет. Что-то удалять, что-то снимать новое. И не хватает. И времени не хватает что-то снимать. У меня сейчас вон тоже стоит, смотрите. Он стоит. Сидушки снял, надо чехлы сделать. Взял полироль эту, химчистку, почистил сидушки, там зашил сидушки. Вот с братом делали, вон низ покрывали, чтоб не ржавел. Короче, мне тоже один, не буду говорить, но один не очень порядочный человек, заявляя, что он порядочный. В общем, все мне машины разбил нафиг. Забрал у меня все машины, все антенны отсоединил, все провода перекусывал. Просто все убил в хлам. Я влетел на 1000, не знаю, 300, наверное, может 400 по ремонтам. Тоже сейчас этот вопрос решался. До конца не решился еще. Будем до конца его решать. И шестерка, и УАЗик. Пришлось прям ехать, вылавливать там типов. Прям с дома на хату заваливались. Выловили, короче, это. Привезли. В общем, тоже. И так есть чем заниматься. Еще этой хренью заниматься приходится. Екатеринбург, привет. Кстати, была выставка сотая по лайкам. Так хотел на нее поехать. Не получилось. Шестерка стоит тоже. Там брат разобрал. Брат мне сильно помог. Он приехал, он разбирается. Он там. Он такой говорит, тут это просто целенаправленно твои машины хотели, говорит, это на запчасти, говорит, раздавить, как говорится. Он говорит, я не понимаю, зачем это все делал. Потому что он мне шестерку собирал 7 лет назад, все там по проводке. УАЗик он знает, он мне отправлял уже здесь 5 месяцев назад, 6. Ну не 6, 8. И он говорит, зачем? Что он натворил, говорит. Ну что, бог судья, ничего. Свое заберем. А другим акелятам, получается, уже год имеется, да? Год имеется. Быстро, очень быстро. Да, с волчатами тяжело расставаться будет, уже привыкли. Этому имя дали мальчику уже. У мальчика есть имя.
У девочек еще нету имя. Одна с откусанным ушком. Дорогие друзья, кто заходит, подписывайтесь, ставьте лайки. Вы находитесь на канале Black Canadian Wolf, черный канадский волк, Акела. У нас парк северных волков находится под Санкт-Петербургом, Ленинградской области. Не знаю, ничего вроде не зависает. Вот у меня все есть. Все работает. У кого еще завис? Карина, ты ты как будто с Луны свалилась. Помнишь этот мультик? Я родился, вот ты так же. Ты же есть, сидишь в этих чатах, в телеграммах там. Ты же должна видеть. Про это откусанное ушко уже сколько раз говорили. Ладно, там кто-то другой спросил, но когда ты спрашиваешь, что весело, конечно. Ну, thank you very much. Да, что-нибудь сладкое можно? Сладкое нет, шоколадного. Давай. Да? Да. Видите, память, даже телефон не реагирует, надо срочно постоянно кэши эти обновлять, надо почистить. Привет, Эстония. Ой, сколько вас много с Эстонии сегодня. У вас целые фан-группы там, походу. Можно приезжать, фан-встречи устраивать, да? Меня здесь тоже знают много людей, но за границей больше знают. Карин, я, если честно, сам причину не знаю. Честно тебе скажу, откуда. Ну, вот такой был с откусанным ушком, и все. Кофе. Тут слабенькое кофе. Очень слабенькое. Хорошо видно. Анна Терри, случайно вы не с Лос-Анджелеса? Вы не с Америки? Я просто... И очень много ников, и иногда забываешь. Не знаю, мне кажется, затаскало, наверное, когда перетаскивала, или может, когда перетягивали. Ну, что-то не... Ну, отчика на ушко. Или когда, может, вытягивала под завал или еще что-то, или с норы там как-то тянула, может, оторвала. Кстати, кто-то что-то прислал там. Сейчас поблагодарим. Людмила С. 3000 рублей. Людмила, спасибо вам огромное. Кстати, Людмила у нас в гостях была со своей подругой Галиной. С ночевкой оставались у нас в парке. Давно уже тоже за нашим Акелой наблюдает. Спасибо вам за помощь, за поддержку. Я думал, ты тарелочку там штуки 3 сделаешь. А, ты большой? Ну, это такой хлеб. Ну ладно. Спасибо. Угощайтесь. Рамиля, да. Вам очень повезло, дорогие друзья. Скриньте, снимайте.
Анна Терры, значит, я вас перепутал. Мне просто Анна с Америки как-то присылала подарки. Там обувь всякую, всякие вещи. Я думал, это она. Знаешь, перепутал. Андрей, не жалеешь, что такой большой парк открыл? У меня небольшой парк. Я с одним директором зоопарка общался. Вот так мы идем, гуляем по его зоопарку. Ну, так идем, общаемся. Он такой, а сколько у тебя земли? Я говорю, ну, 1 гектар и второй вообще 2 гектара. Говорю, в общем. Знаете, что он мне сказал? Говорит, у меня только озеро 2 гектара. Честно, хотел ему втащить в этот момент, но я, как сказать, сдержал себя. Он меня, этот человек, подставил потом. До него тоже доберусь попозже. Приятного аппетита. Thank you very much. Нет, что-то плохо спели. Ай, блин, кто-то меня тут цепился, укусил. Да не, все слышно хорошо. Я вот даже на улице включаю телефон свой и на громкость, и все слышно. Петлички, лишние звуки будут. Я вообще все не веду блог YouTube канала, так какие-то выставляю видео, мне постоянно пишут, куда пропал, и YouTube это видит, что все стоит и в бане канал, и как-то, знаете, еще и телеграммы отключает монетизация, и думаешь, блин, иногда не хочется снимать. Не то, что там я сейчас говорю, что нет, какие-то там средства, нет, это вообще не то. Я не об этом, о том, что снимать, это же много времени уходит. Съемки эти, очень много времени. Редактирование с нынешними вот этими ситуациями интернет очень плохо тянет, и когда ты выгружаешь видео какие-либо, они долго загружаются на YouTube. Поэтому я 20-30 минутный не делаю на YouTube, бесполезно. Ну, может быть, когда-то там я делал, там или бывает, что сделаю, но в основном от 5 до 15. Вот стараешься не больше 15, потому что очень много весят видео и невозможно просто. У вас звуки как будто из мультика Мадагаскара. А здесь, знаете, мы вот вернулись вчера, ну, к 2 часам приехали. Просто такой воздух, такие запахи, так классно вообще. Ну, нормально, хватает, надо обработать. Я сегодня УАЗиком просто занимался, пока сухая погода, надо доделать. Надо нет там хотя бы на прогулке по одной собаке брать, выезжать в лес. Просто на прогуливаться, без там ружья, без всего, естественно. Не могу, когда собаки сидят в вольерах. Вообще, я вот, честно, даже вот каких-то бы вот собак бы, которые у меня есть, которые вот охотятся, я бы вот так вот определил бы. Ну, не то, что определил бы, а вот где-то здесь, если в Ленинградской области кто-то был, вот на охоты, что брали люди в сезон, раз забрали в сезон собаку и охотятся с ней. А так, конечно, когда сидят собаки, это очень плохо. Ну, кроме племенников. Племенники, понятно, там их нельзя уже брать, потому что это такие труды, столько вложено, что потом где-то под зверем погибло или потерялось, или кто-то застрелил, тоже как бы. Тут очень все тонкая грань.
Клещей нет. Ну, Симба приносит клещей постоянно откуда-то. А вот тут так вроде не цеплялись. Надо еще обработать. Да вон сзади, видите, газончик вот это все. Это сегодня косил все. Так вообще трава за 2 недели просто она по колено вырастает. Здесь очень хорошая земля. Здесь просто и всяких жучков, паучков, муравьев. Я уже не знаю, как от этих муравьев избавиться. Как от этой тли избавиться. Что только не пробовал уже. То еще что-то там. Короче, тут своя атмосфера. Тут нужен еще один человек, как садовник, который будет ходить тут все по саду. Вот у нас даже, видите, вот это кружовник. Раз, два, три, 4, 5 кружовника. Нет, подождите. Нет, 4 кружовника, 5-й огромный. Смородина. Это белая смородина. Вон волчата вышли, кстати. Так, сейчас я вам... Волчата, я не знаю, вам видно, нет, их будет. Их надо молочком будет покормить. При вас каждого покормлю. Сейчас чуть-чуть больше народу соберется. Ставьте лайки, поэтому пишите комментарии, подписывайтесь, и мы будем кормить волчат. Рамиля, да, если честно, тоже охота, да, тоже вот так хочется сесть, посмотреть, вспоминаешь, как раньше было. Ничего. Знаете, что я скажу? Что самое главное вообще? Все это ерунда там. Деньги, какие-то видео, съемки, еще что-то. Самое главное, чтобы было здоровье. И все. Вот оно будет, все будет нормально. Вот только здоровья нет, все. Все встает здесь. Вольеры становятся грязные, воды никто налить не может, покормить никто не может. Это все, меня нет, все, парк на месте стоит. Дай бог, чтобы у нас появились еще работники. Надо 2 работника, одного мало. Нужно 2 работника. Как минимум. Потому что объемы здесь, особенно летом, вот сейчас. Сейчас вольеры, кстати, уже оплатил я за металл. Как вы видите, вы можете счет отследить, который мы собирали на землю напротив. У нас 400 тысяч собралось. Земля 5 лямов стоит. Сейчас они уже все не продают ее, там 7 или 8 выставляют, не помню. Ну не суть. И мы эти деньги вот совместно прошлым стримом или когда решили, что потратим на вольеры. И вот у нас вольеры сейчас будут строиться. Мы потратили на 1 вольер. Сейчас у нас по металлу вышло там с доставкой совсем. Там надо посмотреть, сколько осталось. Короче, 60 тысяч. И плюс работы будут. В общем, 1 вольер будет выходить. А это без сетки, без всего, наверное, 1 только вольер будет выходить около 200 тысяч, наверное, как минимум. Вот 1 вольер на 4 части. Маленькие вот эти вольеры. А их у нас 3 планируется. Поэтому сейчас тоже по щенкам, по переводам. Сейчас у нас будут вот атолитки, щенки. Ну, есть они у нас. Все продам, все в эти вольеры будем вкладывать по максимуму. $165. Всем привет, дорогие друзья, кто заходит, кто уходит. Что, задавайте вопросы, у вас 165 человек. Раньше, конечно, помните, сидело по 2000, по 3000 онлайн. Да, видите, не сижу, не делаю стримы, поэтому у нас не так много. Мелетин, скажи маме, чтоб нагрела волчатам молочко. Кто там прыгает? Они выскочили, малыши. Сейчас будем кормить их. Виктория Пермиловская. Возможность есть посетить парк? Пишите в WhatsApp. В гости ко мне приехать на 30 минут можно. Лично ко мне в гости.
за определенный взнос благотворительный, определенный мной. У нас парк давно в этом плане функционирует, потому что у нас из Америки люди прилетали, и с Австралии, и с Австрии, и с Ирландии, и с Германии тоже, и с Москвы очень часто, с Дальнего Востока прилетают, с Якутии. У нас тут много кто хочет вот попасть ко мне, увидеть Акелу, как бы, и естественно у нас есть определенные условия, которые я вот выдвинул, за которые я смогу лично с вами, как говорится, встретиться за определенный взнос. Так, 1000 рублей, Светлана Д. Баланс малышам на молочко. Светлана Д. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Ну я поэтому курточку одел. Ключи найди от мопеда, Федь. Ну поищи здесь, везде в карманах у меня пошарься. В этих, в шортах всяких там. Посмотри, что мопед красили, короче, там. И это, ключи потерял что-то. Всем привет, Андрей, вопрос такой, был ли дождь или прогноз погоды обманул? Денис, привет. А знаешь, какой дождик был? Чуть-чуть проморосил, наверное, минут на 10-15. Чуть-чуть прям вообще вот так капельки и все. Не было никакого дождя, вообще не было, он чистое. Андрей, ты когда Фурию снимал, сказал новость, есть такое ощущение, что новый арктический волчонок будет. Рамазан, все вот эти вот моменты, они только в Телеграме будут обсуждаться. Все в Телеграме увидите, поэтому переходите в Телеграм, ссылочка в описании. Там, правда, на старый Телеграм, но там есть вот эти ссылки на новый Телеграм. Нам там тоже остановили это все выплаты. И я сделал новый, чтобы все равно время шло. Заспамили немножко, и поэтому пришлось новый делать канал. Ну ничего. Привет, сколько волчат? 3 волчат у Акелы. На выпуске Акелы было почти 5000 зрителей в прямом эфире. Да. А про Акелу уже был разговор. А что с Акелой? С ним все хорошо, конечно. Вон он бегает же, вон он там находится. Постоянно его показываем в Телеграме, дорогие друзья. Переходите в Телеграм, вы все там будете смотреть, видеть. Андрей, расскажите, пожалуйста, про Алиту со щитками. Ираида, а что вам рассказать именно? Что хотите услышать? 7 щенков у нее родилось в этот раз. Андрюш, ждем большую новость, есть ли возможно ее озвучить. Что за большую новость, Рамиля? Расскажите мне. Что за большую новость вы ждете, интересно? Да. Ну да. Ну, самая, наверное, главная новость в этом году, одна из важнейших в моей жизни, самая важная, которая, грубо говоря, важнее нет ничего вообще в этом мире. Это вот единственная новость, которая, самая лучшая, по крайней мере, естественно, для меня. Она есть, эта новость. Я не знаю, знают? Нет, наверное, не знают. У меня будет 3-й ребенок. Через уже 2 недели должна жена родить примерно. 2-3 недели ставит срок. Плюс-минус, может раньше, может позже. Вот так вот. И еще в чем круче новость еще, что должен быть мальчик. Вот, поэтому у меня будет сын. Не знаю, знали вы эту новость, не знали, но вот уже через 2 недели у нас будет, дай бог, родиться сынишка. Это самая главная такая новость, которая
Важнее ничего не может быть ее. Ну, естественно, у нас еще очень много классных новостей будет. Все это будет в Телеграме, дорогие друзья. Марху и Мурома планируете отсаживать? Куда отсаживать, Марина? Откуда, куда? Добрый вечер, Андрей. Скажите, а долго Муром Марха будут гостить? Почему они не гостят? Они находятся там все навсегда, скорее всего. Знаете, еще нужны большие вольеры. Не хватает вольеров. Я не думал, что столько всего, но в этом году еще надо принять. Кое-кого посмотрим, сейчас там и ведутся вопросы, но это попозже. В Телеграме. Ура, ура. Знаю. Да, знаем, конечно. Главный вопрос, неужели сын? Да, Рамазан. Неужели? Если была бы девочка, конечно, это было бы, знаете, я не знаю, что это было бы. Ну, слава богу, что сын. Было бы весело. Мне двоих девчонок за глаза хватает, да? Иди сюда, с этой стороны обходи, пап. Скажи, hello. Hello, How are you? are you fine? Are you fine? What are you doing? Don't. А? Что ты делаешь, я говорю. Опусти меня! Это баловница, бандюгана. Всех обижаешь, да? Всех обижаешь. Не, Ираида, я конкретный вопрос вам задал. Ответьте, пожалуйста, что именно вы хотите узнать? Показывал я в этом, в Телеграме, щенят. Переходите в Телеграм, подробно всех я показывал. Сейчас будет кормежка окелиных волчат. Пусть чуть остудится. Что, горячая? Надо завтра написать, молоко взять. Да, горячая еще. Может, есть вариант усилить сигнал для интернета. Александр Василевский. У нас антенна стоит, ее просто походу надо выше поднять. Привет от Болгарии. Привет, привет, Болгария. Спасибо, Ольга Кравцова. Ну да, другое счастье. Там тоже трава уже высокая, по колено косить надо. Тайга, тайга. У нас еще отморожки же есть. И месяц, и 2 недели, наверное. Месяц и 10 дней, месяц и 2 недели. Как там ваши кабанчики? Нету кабанов в парке больше. Кабанов в парке больше нет. Андрей, девочки, это же счастье и тепло в дом. В Малинике живете. Да. Спасибо, спасибо, ник на иероглифы какие-то. Жму руку от души. Спасибо. День добрый, день бодрый. День добрый и день бодрый. Сейчас мы возьмем волчонка мне, по одному будет. Им воду уже пьют. Ай, молодцы они. Пузатые, наверное, да?
Нажрались мяса, я им телятину давал. Уже сколько поколений Воландов у вас появилось? Саша и его стая. Слушайте, по Воландам у нас в арктическое направление есть, потом направление от Куловского. Давай, ладно. Это мальчик? Да. Блин, я забыл, как его зовут. Его уже хозяин назвал. Так. Джейром, да? Малыш, Джейром. В общем, идет поколение от Окуловского чисто направления, там уральский собак. Потом идет у нас от Йетти сейчас и от Морошки второе направление. Потом у нас от Арьи и... Так, подожди. От Арьи, да, идет. У нас 3 направления по Воландов, только от арктических волков. Разно этих. От Кольта и Тайги. Потом от Морошки, и от Арьи, и от Фурии же у нас линия идет Воландов. От Аган у нас. И также линии идут зверовые, тоже Воландов, от Овчаренко, который вот ученый-биолог был. Подливаем тоже туда зверовые линии тоже подливаем, и уральские линии. Ну, в общем, у нас достаточно. Джером, ты нажрался? Джером? Тебя ждет хозяин? Кстати, в Телеграме расскажу, куда они поедут. Сейчас никуда они не поедут, сейчас они у нас. Да? Это акиленок маленький. Смотрите на него. Ох, какие кадры, скажи, да? Вот где такое найти? Где, малыш? Где? Сейчас я постараюсь. Чуть горячее. Ну-ка. По-моему, горячее. Хотя нет. На, смотрите сейчас, как будет. Будет кормежка какая сейчас. Ага, ну-ка давай. Так, сейчас чуть-чуть на уголок. Давай. Погнали. Молодец, да. Вкусно. Джером, вкусно тебе? Вкусно? Сейчас мы в Телеграм запишем. Дорогие друзья, мы сейчас находимся на эфире. Вот у нас Джером. Пьет молочко козя. Вот мы на эфире находимся. Ой-ой-ой-ой, как он мне схватил лапами. Он руки все отсадит. Вот в общем, заходите, мы вас ждем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Когтями своими. Побратыкал малыш. Так, я пока чат не читаю. Ну что ты? Смотрите на меня. Вот, что-то на экране какой-то лайк появился. Это как? Вот ты маленький. Вот ты малыш. У нас они не продаются. Они у нас идут в реабилитационный центр. Эти волчата. Потом попозже скажу в какой, куда, зачем, для чего и почему, и для чего и так далее. Что ты, Джером, все, играешься? Я вижу, играешься уже, не хочешь пить. Играешься уже. Сильные, какие сильные они вообще. Так, я думаю, тебе хватит. А то ты там остальным не хватит. Через нас выходит. Держись.
Он целую эту всосал. Молодец. Молодец. Федя! Федор! Come to me. Иди неси девочку мне. На этого ложи. Смотрите на него. А, наел пузо. Вот вам. Фоткайте, фоткайте, скажи. На. Вот они, волчары. Так, подождите. Так, сейчас зайду к вам в чат. Что у вас там происходит? Стой, подожди, Федь. Ты какую мне несешь, девушка? А как ты так ее несешь? Подожди. Подожди. С ушком? Без. А, без ушка. Сейчас, подожди, проверю. Чтобы она была это. О! Ой, ты, принцесска, привет! Привет! Вот у нее ушко откусанное. Сейчас я ее покажу. Так, это у нас девочка. На. Вон, видите, подкусанное ушко. У нее типаж не как у Акелы, у нее чуть другой типаж. Там вторая девочка, они вот с мальчиком идентичны. Джейрон, да, Джейрон. Кушай, кушай, малышка. Так, можно мы сестрички твои тоже оставим? А? Мальчик, ладно, поел. Вы тут мясо нажрались, я чувствую, что вы мясо нажрались. Голубоглазки мои, голубоглазочки. Так, стой, дай посмотрю. Ладно, еще можешь. Федя, тихо, аккуратно, Федь, ну не дай бог упадете вверх ногами. Это, подай мне другую девочку. Все. Ну ладно, на еще. Только девочку неси. Что ж вы такие тоже с комариками вас кусают? Вот да девочка. Вот она на Акелу похожа. Смотрите, какая красивая. А? Что ты так вся это скукожилась? Так, да, я тебе сейчас долью. Сиди, не дрыгайся. Мясо поели, водичку уже пьете, значит все хорошо. На, смотрите, мимо. Давай, кушай. Ну там вчера месяцок был. Давай, чуть. Да, комарье кусает, конечно. Девочек еще никак не назвали. Нынешний хозяин их будет называть. Новый. Да, это эталон канадских волков, я считаю. Красивее найти тяжело. Одни из самых красивущих. Я вам как доктор в этом могу сказать. Смотрите на них, глазища какие. Вот мы их снимаем в Телеграме. Переходите в Телеграм. Будете чаще их видеть. Потом дам ссылку на того человека, кто, в общем, куда они поедут. Нет у нас никакой куницы и не было никогда.
Да, смотрят Акела с черникой постоянно. Вон даже сейчас они, ну сейчас нет, до этого постоянно. Вон Акела, по-моему. Вон они там. Тихо. Но. Кушай. Опять тоже поцелуем. Всех поцеловали, ее поцеловали. Как можно дольше надо соски кормить их. Ах. Давайте, скажи зрителям пока-пока. Вон она какая красивущая. Скажи пока-пока. Вон пузика какое. Вон наела, скажи, да? Наела пузика. Вон лапы длинные тоже какие. Красотища. Ну ладно, скриньте, фоткайте. Кабачка. Тоже очень на Акелу похожа. Очень. Вот она маленькая. Все, идите играться. Идите бегать, играться. Сейчас я руки помою. Чата бегают, играется там тоже. Муром это лакшери, эталон. Муром, ну сейчас он как этот гадкий утенок. Муром как гадкий утенок сейчас. Волчий аппетит, да. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Покормили мы волчат. Не знаю, сколько это все заняло. Так, у нас надо посмотреть, что у нас тут происходит. Опа! Нас Алла прислала 1000 рублей. Скоро увидимся. Да, Алла, ждем вас, сына, и ждем. Приезжайте. Будем рады вам. Приезжайте в гости. Так, это звонил абонент, звонил вам. Спасибо большое за поддержку всем. Что ты, Мелетин? Так. Так, что-то зависло, да, по-моему? У вас не зависло? Чего, Мелетин?